Еще неделю назад эта дверь вела в большой и теплый дом. Сегодня глава семьи Рамиль Гимадинов с болью в сердце показывает остатки обуглившихся стен. Вспоминает, как старший сын начал звать отца на помощь. Старший сын забежал домой, он как раз здесь на улице был, дымом, говорит, пахнет. Вот, я выбежал в коридор между баней и домом, там уже все полыхало. Родители схватили троих детей и выбежали на мороз, в чем были. Потушить страшный пожар спасатели уже не успели. Обуглившийся компьютерный стол, останки люстры и куски поролона от нового дивана – это все, что сейчас напоминает о детской комнате семьи Гимадиновых. Буквально за 20 минут от дома не осталось ничего. Очаг возгорания возможно было вот в этом месте, потому что начало гореть здесь, и огонь распространился вот в эту сторону и вот в эту сторону. Ревкат Гарафудинов показывает возможный источник пожара. Говорит, загореться здесь ничего не могло. И единственный вариант, по мнению хозяина, умышленный поджог. В паре метров кипит работа в новостройках, а из деревянных домов только они да соседи. Всю жизнь прожил здесь, в Нестеровском овраге, и бед не знал, говорит дед. Как нам сообщили в МВД, в ходе проверок факт поджога действительно подтвердился. Материалы переданы в прокуратуру. Как выяснилось, пожар стал следствием умышленных действий неизвестного лица из хулиганских побуждений. По материалам прокурорской проверки следственными органами возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса Российской Федерации «Поджог». Ход расследования дела контролируется прокуратурой. Сейчас специалисты проводят экспертизу. Окончательные результаты придут только в январе. Пока семья из 7 человек проживает в летнем домике родителей. Это не решение проблем, потому что дачный домик, он и есть дачный домик. Там, ну хотя бы, я там пристроил мансарду, второй этаж, если утепленный, там тепло, правда, но это очень тесно. Поставить мебель практически дополнительную негде, потому что каждому ребенку нужен письменный стол. Пока учится вот за этим столом, один отучился, другой садится. Делают уроки трое детей по очереди, вот за таким маленьким столом. Рядом куча пакетов. Это неравнодушные люди, помогают вещами первой необходимости. Единственный источник тепла – котел на дровах. Вот, целый день топим дровами. Ну, мы сами находимся сейчас в очень шоковом состоянии, потому что не можем до сих пор отойти. Все время все это перед глазами. Сейчас вся семья держится только на зарплате Рамиля Гимадинова и маленькой пенсии родителей. От соцопеки они смогли получить лишь 60 тысяч рублей матпомощи. Больше семье рассчитывать не на кого. Летом семья начала делать ремонт в сгоревшем доме. Взяли кредит. О непростой ситуации многодетной семьи Гимадиновых мы сообщили уполномоченному по правам ребенка Ирине Волынец. Проблему обещали рассмотреть в течение 7 дней. Наши зрители уже не раз помогали в беде. Так, в августе мы показывали сюжет о семье Поздняковых с 2 детьми из Камско-Устинского района. В один день у них сгорели и дом, и машина. Благодаря неравнодушным удалось собрать 625 тысяч рублей. На них Позднякову уже поставили новый дом. Все трескалось, это же проводка, это вот потолок. А в преддверии Нового года вы также помогли семье Петровых из Буинска. Молодая семья с 2 детьми из-за пожара осталась на улице. На собранные 600 тысяч рублей Петровы купили дом в ипотеку. Не дай бог оказаться в этой ситуации никому. Не дай бог. Это очень тяжело, очень. Это все вывести. Это и морально, и физически. Сейчас в нашей помощи нуждается и многодетная семья Гимадиновых. Реквизиты для перевода на экране. Мы так щедро дарим подарки на Новый год. Давайте поможем и Гимадиновым. Наталья Мезина, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100. Булгар радиосының 8-ші милли музыкаль премиясын топшыру тантанасы. Пирамида концертлар залынан турдан-тура трансляцияны ТНВ Татарстан, ТНВ Планета, ВКонтактедагы Булгар радиосының рәсми төркемендә карагыз һәм Булгар радиосында тыңлагыз. 12 декабрь 18 сәгатьтә.